Это уже стало доброй традицией. Раис Татарстана и святейший патриарх Кирилл встречаются минимум раз в год. Общение происходит или в Казани, или в Москве. На этот раз встреча прошла в федеральной столице, в резиденции патриарха. Расположена она в Свято-Даниловом монастыре. Рустам Нургалиевич, здравствуйте, сердечно вас приветствую, очень-очень рад. Здравствуйте, здравствуйте. Руководители всегда общаются очень дружелюбно, очень приветливо, никакой заформализованности. Видишь, как замечательно развивается экономика, социальная сторона жизни, вообще, как преображается этот край. Но самое главное, может быть, особенное впечатление, как замечательно складываются отношения исламской общины и православной общины. Вот это такой, на примере одного региона можно говорить о том, как должны развиваться эти отношения. Вот. И дай Бог, чтобы так и было дальше, потому что для нашей страны, где действительно много всяких и национальностей, и разные религии, вот этот межрелигиозный и межнациональный мир является непременным условием процветания Отечества. За последние несколько лет святейший посещал Татарстан 3 раза, и каждый его визит наполнен событиями, общением и планами по дальнейшему активному взаимодействию. Раис Татарстана сегодня еще раз поблагодарил святейшего патриарха за внимание к республике, в том числе к форуму «Россия. Исламский мир». Ваш приезд, участие в стратегической группе работы, вы дали такой посыл разумным людям, что православие, ислам может спасти этот безумный мир. И это, на самом деле, это воспринято очень-очень сильно. И, конечно, вот вас не хватало, мы в этом году проводили. Настолько вы дали хороший заряд. И это реально очень важно в сегодняшнее время. Сохранить вот этот мир согласия. Сегодня Раис пригласил святейшего патриарха вновь посетить Татарстан. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, который также принял участие в сегодняшней встрече, рассказал нам по итогу, почему такое дружеское общение руководителей важно. На ваш взгляд, чем наиболее ценно это общение? У нас традиция такая, что мы хотя бы раз в году встречаемся или в конце года, или в начале года, или вот как сейчас это поздравление с прошедшим днем тезаименитства нашего патриарха. И очень душевно пообщались с Рустамом Нургалиевичем, поговорили о многих жизненно важных вопросах, безусловно, о религиозном мире и согласии, которое для нашей страны и, в принципе, в мире Татарстан является собой такой особый пример. И многолетнее наше сотрудничество, соработничество в деле служения своему народу и своему Отечеству, он, конечно, о нем все знают. Поэтому, слава Богу, что такая возможность есть. Мы радуемся, что есть личный контакт между нашим святейшим патриархом и нашим Раисом. Рустам Нургалиевич, он невероятно обаятельный человек, и он сразу располагает к себе, и как только вот несколько первых минут общения, и они уже становятся такими дружескими. Сегодня прозвучало ли приглашение для святейшего? Конечно. Надеемся, что Бог даст, в будущем году мы увидим нашего святейшего на территории Татарстана, землю, которую он полюбил, народ, который он полюбил и который любит его. Дина Газалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, ТНВ, Москва.